Значит, рассказываю, только что вышла из комиссии Сейма, где рассматривали нашу с вами инициативу о том, чтобы прибылью Латвэнерго оплачивать лечение онкобольных в Латвии. Stāstīju par piemēriem no dzīves, kad cilvēku ārstē, tad pēkšņi notiek konsilijas un ārstējošais ārsts viņu izsauc un pasaka, ka šīs zāles varētu tev palīdzēt, bet valsts, diemžēl, tās nekompensē. Tāpēc tu tagad vērsies pēc palīdzības oficiāli, tev uzrakstīs atteikumu, tu ar to atteikumu dodies uz Ziedot LV un varbūt tev palīdzēs. Un pasteidzies, jo varbūt par vēlu. Такие ситуации совершенно неприемлемы, особенно когда, вот как в недавнем случае в Даугавпилсе было у женщины, что ей назначили 2 медикамента, один компенсирует, а второй нет. То есть на второй ей нужно срочно найти деньги самой. Там, благо, нашли, очень быстро собрали, но не в этом суть. Я предлагала, да, в этой инициативе, под которой подписались больше 10 тысяч человек, чтобы в таких случаях лечение оплачивала Латвэнерго, у которой очень большая прибыль, как мы все знаем, и которая, в принципе, уже иногда помогает фонду Ziedot LV, но тогда там случается такая ситуация, что они дают какую-то определенную сумму, ее тоже всем не хватает опять. И Ziedot LV делает такой у себя внутренний такой, как конкурс грантов, когда кто первый успел подать заявку вовремя, тому и кусочек вот этого пирога достается. Что тоже совершенно ненормально, нечеловечно, и человек, лечащийся от онкологии, вообще не об этом должен думать, чтобы там куда-то успеть подать бумажку или написать как можно более такой душераздирающий рассказ о себе, чтобы люди из всех историй Ziedot LV пожертвовали именно ему. Manu priekšlikumu, mūsu priekšlikumu atbalstīja un vienbalsīgi nobalsoja par to, lai nodotu to izskatīšanai budžeta komisijā. Sasauca veselības ministrijas, ekonomikas ministrijas, finanšu ministrijas pārstāvjus, tad bija Lатвэнерго pārstāvis. Protams, ka tehniski to ir ļoti grūti realizēt, ka piesaistīt Lатвэнерго peļņu konkrētam mērķim, bet kas mani priecē, ka viennozīmīgi visi piekrita, ka šī problēma ir jārisina, ka nauda ir jāatrod. Tagad runa iet par aptuveni 60 miljoniem gadā, kuri būtu nepieciešami papildus тieši онкологии сlimnieku ārstēšanai. Теперь большая задача эти деньги найти, но правда радует, что никто не высказался, да, что фигня какая-то, что вы тут придумали. То есть, все понимают, что так не должно быть, что государство бросает своих жителей в самый такой сложный момент, когда они и так там все химиотерапии и облучения прошли, а им еще надо думать, как рассказ пожалобнее написать. Поэтому спасибо всем, кто подписался, кто поддерживает, следит. Будем смотреть, как это дальше будет развиваться. Конечно, я понимаю, что они не привяжут Латвэнерго к Ziedot LV и не заставят его отдавать всегда какую-то определенную сумму или любую сумму, да, на которую есть запрос. Но, по крайней мере, мы эту тему сегодня актуализировали, чтобы не только о заборах и танках думали, да, но и о людях, которые живут прямо здесь, которые платят здесь налоги, и в какой-то тяжелый момент жизни, когда они сталкиваются со сложным заболеванием, им нужно помочь.